Владимир Владимирович, здравствуйте. Софья Бабич, город Тольятти, мне 15 лет. Я инвалид детства, ДЦП. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе, беговая дорожка, и в нем много всего. Мы не можем такой купить, он стоит где-то 20 тысяч. Реабилитации у нас в области тоже нет. Моя мама старается, делает мне операции, но нужны тренажеры. Помогите мне, я очень хочу ходить. Люблю вас, ваша Соня. Пока. Ответ Владимира Путина Софья Бабич услышала по прилету в Москву, куда она отправилась для участия на международном конкурсе детского и юношеского творчества «7 нот». Это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы, безусловно, этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата. Прямая линия президента страны с народом еще не успела закончиться, когда в интернете уже заговорили о том, что проблема девочки из Тольятти, страдающей ДЦП, решена. Первой откликнулась президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Как сообщил глава Чечни, Аймани Кадырова попросила срочно установить контакт с Софьей и на средства благотворительной организации приобрести необходимый тренажер, а юную девочку попросить не беспокоиться, подарок уже в пути. Держали, да, правительству, главу муниципального образования, да, знаешь, на работе, и все мы смотрели прямой линии президента, и когда задали вопрос такой, мне буквально 2-3 минуты не прошло, моя мама позвонила и сказала, что надо найти этот тренажер, который необходим для этой девушки. Все расходы берет на себя фонд. Я думаю, что в ближайшем будущем Софья будет ходить и приедет с концертом к нам в гости. Мы очень ждем. Мы узнали, что она поет очень хорошо. Уже ролик она прислала. Мы желаем ей здоровья. Будем молиться для того, чтобы она в ближайшее время здоровая, красивая приехала к нам в гости. По их рассказам, им только нужен тренажер. Если она захочет, то мы ее полностью примем, все расходы на себя оплатим, полностью дорогу и лечение. Мы будем делать все для того, чтобы оказать ей помощь. Уже в студии телеканала Live News Софья Бабич и мама Елена Нечаева делятся впечатлениями. Они долго не могли поверить своему счастью. Почти сразу после того, как самолет из Тольятти приземлился в Москве, матери Софьи позвонил помощник Рамзана Кадырова и сообщил, что они хотят приобрести тренажер, который поможет девочке встать на ноги. Мы звоним от Рамзана Кадырова, я помощник. Мы хотим приобрести для Сонечки тренажер. Я сначала тоже удивилась, думаю, откуда люди телефон мой знают? Не может быть такого. Опять же, как розыгрыш. Потому что мы не привыкли к этому. Потом нам сказали что какой бы вы тренажер хотели. Мы сбросили фотографию этого тренажера. Через 5 минут звонок, и нам говорят, что все, тренажер этот у вас уже, считай, есть. Через несколько минут представители Чечни во главе с полпредом при президенте России Бекханом Таймасхановым встретили Софью с цветами и подарками. Мы приезжаем, там такие букетища цветов нас ждут. Медведь, кукла. Наверное, Соню ростом, кукла, конфеты, корзины. И, соответственно, тренажер, который уже летит в Тольятти. Уже отправили? Да. Во-первых, то, что хотели мы, он более скромный. Но то, что подарили нам, это вообще, такой тренажер стоит только в реабилитационных центрах. Это вообще, это мечта. Это далеко не единственный случай, когда региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова помогает нуждающимся. Благодаря вниманию Аймани Кадыровой сотни тяжелобольных не только в Чечне, но и далеко за ее пределами получили шанс на выздоровление. Фонд имени первого президента Ахмада Хаджи Кадырова ежегодно выделяет около 120 миллионов рублей. Привозим врачей из Китая, строим, так скажем, места для реабилитации. И есть у нас хороший успех. И дети, которые вообще не могли говорить, уже начали говорить, которые не ходили, уже ходят, сами уже стали помощниками для родителей. До того, как мы начали заниматься этой проблемой, родители должны были быть всегда находиться рядом. И они не могли выходить, они не могли вставать там с кровати. А на сегодняшний день таких детей у нас десятки, сотни, которые уже начали ходить, уже начали говорить, уже даже начали видеть. Я помню, ребенок трехмесячный, врачи там поставили диагноз, сказали, что не будет слышать, видеть, говорить. Этот ребенок уже видит, слышит, уже начал даже танцевать под музыку. Поэтому,
Да, китайский метод лечения мы наши обучили, чеченские врачи лечат методикой там, Китая. И к нам приезжают даже не только с России, там, привозят детей из СНГ, из Казахстана, даже с Турции тоже привозили детей, мы лечили, это сотни тысяч детей. Несмотря на серьезный недуг, Софья Бабич – лауреат многих творческих конкурсов, увлекается девочка и спортом. Она занимается теннисом на колясках и даже выигрывала в первом туре на международном чемпионате Samara Region Open. Не исключено, что в скором времени Софья пойдет на теннисный корт уже без инвалидной коляски. Мы хотим поблагодарить вас, дай Бог вам здоровья, вашей семье, в первую очередь родителям, которые родили вас, воспитали такого прекрасного сына, вашему прекрасному народу. Вообще, вот, честно, мы не ожидали ни от кого. Вот. И завтра Сонечка будет участвовать в конкурсе, вернее, все 3 дня будет находиться в Москве. И завтрашние все песни, да и вообще все будут посвящены вам. Спасибо. Они будут звучать для вас. Вот. Спасибо вам большое. Всех благ вам. А он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. Мама Софьи отметила, что после завершения лечения они обязательно перейдут в тренажер в один из российских центров реабилитации. Алхазур Керимов, Халид Маусаев, Ибрагим Налаев. Новости.